Все самое важное за эту неделю. Возбуждено дело. В Ухте под завалами промышленного недостроя погиб рабочий. В колонию строгого режима суд огласил приговор 3 жителям Водного. Комплементарное заседание депутаты Совета подвели итоги рабочего года. Сдать на шеврон. Федерация военно-тактических игр провела проверку воспитанников и к Новому году готовы. В Ухте построили традиционный ледовый городок на Комсомольской. Подробности прямо сейчас. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели рабочего в Ухте. Инцидент на улице машиностроителей произошел 18 декабря. На одном из недостроенных промышленных объектов шли работы по демонтажу. На месте работало 2 человека. Оба были не трудоустроены ни по договору гражданско-правового характера, ни по трудовой. Один из мужчин с объекта уехал, второй остался. Он демонтировал конструкцию при помощи ручных инструментов, находясь на территории 1. После возвращения на объект бригадира стало понятно, что мужчина пропал. Была надежда, что он, как и его напарник, просто отлучился с работы, но позже стало понятно, кровля здания обрушилась и строителя придавило плитами. После этого на место были вызваны представители специализированных служб. Тело 29-летнего рабочего обнаружили под завалами на следующие сутки, 19 декабря. Имеются признаки того, что потерпевший не был обеспечен необходимыми средствами индивидуальной защиты, что ему в надлежащем порядке не производились инструктажи в области охраны труда, а также не выдавались наряды допуски на проведение работ повышенной опасности. Было принято решение о возбуждении уголовного дела по факту гибели данного гражданина по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 216 Уголовного кодекса Российской Федерации. А именно нарушение правил безопасности при проведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека. Теперь следователи определяют лицо, виновное в случившемся. Рабочих на проведение демонтажа нанимал 1 человек, а владельцем здания является другой. Промышленный недострой последний приобрел в 2020 году. Демонтаж здания начался еще летом. Сейчас же проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств. Так еще неизвестна причина смерти рабочего. Напомним, в ночь с 18 на 19 декабря температура воздуха опускалась почти до минуса 30. Прокуратура Ухты поддержала обвинение в уголовном деле в отношении 3 местных жителей поселка Водный. Одного из фигурантов обвинили в убийстве, остальных 2 в заранее необещанном укрывательстве особо тяжкого преступления. Согласно материалам следствия, инцидент произошел в период с 8 по 9 мая 2020 года в квартире по улице Гагарина в поселке Водный, где все 3 подсудимых проводили время. В какой-то момент между самым молодым мужчиной, которому было 29 лет, и пришедшей в квартиру женщиной возник конфликт. Она обвиняла его в краже вещей из квартиры своего брата. Фигурант дела какое-то время там проживал. Но словесная перепалка быстро перетекла в физическую расправу. Обвиняемый заволок жертву в ванную комнату и ударил ее ножом не менее 2 раз. После того, как поняв, что совершил преступление, а именно убийство, решил скрыть следы данного преступления и избавиться от трупа. Найдя ножовку в данной квартире, он расчленил, будучи в ванной комнате, тело убитой. Члененные части тела в сумках вынесли в сарай, который принадлежит одному из подсудимых, рядом с домом находящийся. После головы и руки обвиняемые вынесли на открытую местность в надежде, что их никогда не найдут. Потерпевшую и правда стали искать не сразу, а ее пропаже заявили позже, но останки все же были обнаружены, а фигуранты дела определены. От момента совершения преступления до оглашения приговора прошло более 1,5 лет. Главный фигурант, обвиняемый в убийстве женщины, свою вину не признавал. При этом другой обвиняемый, который помимо сокрытия совершил еще и кражу личных вещей потерпевшей, быстро пошел на содействие со следствием. В ходе разбирательств также стало известно, что после совершения преступления в поселке Водный он совершил убийство в Ухте.
Ухте. Это преступление было выведено в отдельное производство и расследовалось гораздо быстрее. Обвиняемый дал признательные показания и всячески содействовал правоохранителям. По совокупности преступлений суд назначил ему 8,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Обвиняемый же в убийстве женщины наводно получил 10 лет строгого режима, ранее был не судим. Третьему обвиняемому суд назначил всего год. Последняя рабочая встреча депутатского корпуса состоялась во вторник, 21 декабря в администрации города. Так, на итоговом заседании традиционно был принят бюджет на ближайшие 12 месяцев и плановый период 23-24 годов. Предварительно проект главного финансового документа муниципалитета обсудили на общественных слушаниях. После он был передан депутатам и обсуждался на заседаниях постоянных комиссий. После довольно длительного процесса он все же был принят, свой голос отдали все присутствующие депутаты, за что их поблагодарил глава муниципального образования. В любом случае, то, что он сбалансирован, и я думаю, что он будет исполнен в любом случае, если даже не с плюсом. Поэтому вам огромное спасибо, что приняли такие активное участие в формировании бюджета. И в любом случае, какие-то там изменения, которые будут происходить, надеюсь, что эти изменения будут положительные, то есть увеличение нашего бюджета будем все равно вносить к вам, это будет совместно с вами решаться, поэтому огромное вам спасибо за то, что поддержали тот бюджет, который мы вам предложили. На этом благодарности не закончились. Заседание вообще носило довольно комплиментарный характер. За активность, успехи, социальную поддержку грамотами и благодарностями наградили представителей бизнеса. Как малого, так и крупных промышленников. В процессе было объявлено о том, что в Ухте появится еще одна ПЦР-лаборатория. Надеемся, этот факт повлияет на скорость обработки анализов на коронавирус. Благодаря помощи «Лукойла» Ухта-нефтепереработки мы сегодня скоро введем вторую лабораторию ПЦР-диагностики на базе горбольницы номер 1. Все рабочие вопросы на заседании были приняты без заслушивания. Их депутаты ранее проработали в комиссиях. Единственное, что все же обсудили, грядущие публичные слушания по внесению изменений в утвержденные правила благоустройства на территории муниципалитета. Проект решения коснется средств наружной информации, именно их оформления на 2 языках – русском и коми. Также требуется внести информацию по уничтожению борщевика в границах населенных пунктов, но и это не все. Документ нужно доработать в отношении баннеров и вывесок на фасадах домов, чтобы они не портили исторический вид зданий. Горожане смогут высказаться по вышеперечисленным вопросам 18 января в 17:00 в администрации города. В Сосногорске прошло открытие памятной доски, посвященной Виктору Ковалевскому. Прокурор в отставке, возглавлявший на пенсии общественную организацию ветеранов прокуратуры, скончался 25 декабря 2020 года. Его память решили увековечить у здания Сосногорской городской прокуратуры. Там Виктор Ефимович работал до того, как стал прокурором Сыктывкара, а затем Республики Коми. Свою жизнь он посвятил служению закону, прошел все ступени служебной лестницы. Работал следователем, старшим следователем, заместителем. И в городе Сосногорске в период с 1986 года он возглавлял Сосногорскую городскую прокуратуру. Коллеги и друзья Виктора Ковалевского отметили, что, будучи прокурором, он отличался не только профессионализмом и юридической грамотностью, но и человечностью. Товарищи по ветеранской организации в свою очередь отметили, что их объединение осиротело после ухода Виктора Ефимовича. Выступила перед присутствующими и вдова, поблагодарившая республиканскую прокуратуру за мемориальную доску именно в Сосногорске. Она отметила, что годы жизни и работы здесь были для ее семьи не только продуктивными, но и поистине счастливыми.
Федерации военно-тактических игр Республики Коми прошло мероприятие, прививающее воспитанникам уважительное отношение к символам объединения, а также проверившее физическую подготовку ребят. В организации такой смотр назвали «Сдача на шеврон». Как отмечает руководитель Федерации военно-тактических игр Республики Коми Максим Хлобыстов, шеврон не просто украшение на форме, это знак. Достоинство, доблесть, носить уважение к нашей секции, наверное, так скажем. И если какие-то правонарушения у них будут, там, с учебой или поведение плохое, соответственно, будем забирать у них шеврон. Чтобы получить этот символ, ребятам необходимо пройти несколько испытаний. Бег на выносливость в течение 10 минут, сдача норматива в упражнениях на пресс, а также отжиманиях и подтягиваниях. Физическое состояние проверяют и при помощи теста Купера, комплекса, показывающего уровень подготовки к нагрузкам. Помимо этого проверили ребят и на знание техники безопасности при обращении с оружием. Итог – все 30 воспитанников Федерации справились с заданиями. Кто-то получил заветный шеврон, а кто-то защитил право на его ношение. В 18-й школе прошла торжественная церемония посвящения учеников в кадеты. Всего в присяге приняли участие порядка 60 школьников, которые решили получать специальное кадетское образование. Некоторые из них стремились к этому 4 года и в 5 классе наконец-то стали кадетами. Кто-то шел к форме и званию еще дольше. Среди присягнувших есть те, кто уже старше пятиклашек и перешел в 18-ю, единственную в городе школу с кадетским уклоном, специально. На линейке они произнесли клятву, в которой пообещали носить свое первое, пока еще школьное звание с честью и быть его достойным. Обязуюсь верно и самоотверженно готовить себя к службе Родине. Клянемся! Клянемся! Быть честным и верным товарищем. Клянемся! Клянемся! Быть образцом в учебе и поведении. Клянемся! Клянемся! Примечательно, что эта присяга является не только очередной и традиционной для этих школьных стен, но и юбилейной. 25 лет, как появилось кадетское движение в Республике Коми. 18-я школа является основателем этого движения. Поэтому сегодня 25-я присяга в республике считается. Поэтому я хочу всех поздравить с юбилеем, 25-летием создания и кадетского движения в Республике Коми. Если изначально в этой школе был всего один класс, ученики которого носили похожую на военную форму, то теперь таких 11. В 2018-м тут был первый кадетский выпуск. Сама же школа уже неоднократно высказывала пожелание стать полностью кадетской и даже в том же 2018-м проводила свой внутришкольный референдум по этому поводу. Из 303 проголосовавших 221 человек был за смену статуса школы, но пока перевода так и не случилось. Напомним, в Коми статус кадетской школы носят только 2 образовательных учреждения – в Сосногорске и Усть-Цилимском районе. В Ухте на Комсомольской площади подходит к концу строительство традиционного ледового городка. Сказочные декорации к самому волшебному празднику для Ухты уже не первый год подряд делает одна и та же бригада. Скульпторы из Екатеринбурга совсем не боятся наших суровых зим и готовы вдохновляться сами и вдохновлять горожан. В прошлом году на территории Комсомольской они решили изобразить сказочных героев из произведений Пушкина. В этом году решили поиграть с ассоциациями на символ приходящего года. 2022 по восточному календарю год тигра. Идею поддержали заказчики. Традиционно за украшение главной городской площади отвечают 2 крупных предприятия. В декабре Транснефть и Газпромтрансгаз занимаются в первую очередь доставкой праздничного настроения. Заказчики согласовали эту тему. Тема цирк взята за концепцию городка, так как год тигра. Вот, и первые ассоциации, которые у нас возникли, это, конечно же, цирк.
К слову, в этом году строителей на прочность проверяют не только морозы, пришедшие к нам аккурат на старте строительства ледового городка, но и качество льда. Если в прошлом году Сергей Николаев говорил, что лед суперпрозрачный, в этом году он не радует такой кристальностью. Но, как отмечает скульптор, материал природный. А это значит, что не он подстраивается под мастера, а мастер под него. Работы уже заканчиваются. 25 декабря запланировано открытие ледового городка. Тогда же зажгутся гирлянды на елке и подсветка на скульптурах. Их в этом году будет 16.